Крым – это целый мир в миниатюре. Он настолько многолик, что поездки в разные его концы похожи на путешествия по разным континентам. Я беру свою фотокамеру и отправляюсь в долгие прогулки по полуострову для того, чтобы самому увидеть все его исторические памятники и запечатлеть их поразительное многообразие. Этими впечатлениями хочется поделиться с каждым. Поэтому в эфире телеканала АТР приглашаю вас на прогулки по Крыму. Прогулки по Крыму с Алексеем Гайворонским. Давайте вместе откроем эту землю. Познакомившись в прошлых передачах с общим устройством ханского дворца, сегодня мы наконец-то вступим под его своды. Наш путь будет лежать туда же, куда направлялось большинство гостей Хан-сарая и в ханские времена, а именно в зал Государственного совета, или, как называли этот орган в Крыму, дивана. Именно к его порогу на протяжении веков и устремлялись приходившие в Хан-сарай люди, будь то простолюдины со своими прошениями, будь то приглашенные на ханский совет вельможи, либо же послы иностранных держав. Вслед за ними проследуем и мы. Подойдя к этой террасе с колоннами, мы увидели бы на ней скопление людей, дожидающихся ханской аудиенции. Специальные привратники, кападжи, принимали у посетителей прошения и передавали их секретарям. Время от времени из дверей появлялся кападжи-баши, начальник дворцовой стражи с серебряным жезлом в руках. Он указывал на тех, кому дозволено войти внутрь. Диван был высшим судебным органом Крымского ханства. Любой ханский подданный, который имел веские причины не соглашаться с решением местного судьи, был вправе потребовать пересмотра своего дела в ханском диване. Приглашенные подходили ко входу, украшенному резным порталом с арабской надписью «Врата дивана. Селямет Гирай хан, сын Эль-Хадж Селим Гирай хана, 1156, то есть 1743 год». Мы уже говорили о том, что после сожжения дворца российскими войсками в 1736 году хан Селямет Гирай принялся за его восстановление из руин и в память об этом оставил свое имя на некоторых дворцовых постройках. Однако сами стены зала, в котором проходили ханские советы, были возведены гораздо ранее того, еще при Сахибе Гирае. Перешагнув порог, гость оказывался среди блистающего великолепия. В центре широкого мраморного пола в небольшом квадратном бассейне тихо журчал фонтан. Стены были богато украшены росписями. Узоры, которые мы видим на стенах дивана сегодня, выполнены русскими художниками в XIX веке и очень далеки от изначальных орнаментов. Но в углу зала раскрыт участок, на котором видны росписи ханского времени. Это изображение виноградных гроздьев и раскраска под мрамор. Похоже, их нанесли на стены уже при Селямете Гирае, а изначально, скорее всего, стены были покрыты изникскую плиткой, так, как это было принято и в Стамбуле. Сверху сияли цветными лучами великолепные витражи. Они дошли до нашего времени почти в первозданном виде и очень украшают зал. С узорчатого потолка на длинных цепях спускались 3 роскошных люстры.
Тот светильник, который мы видим здесь сейчас, это современная реконструкция, однако люстры подобного типа уже были в моде и в XVIII столетии. Капыджи-баши сопровождал гостя на середину зала, а диван-эфенди зачитывал, по какому вопросу он пришел. На вошедшего устремлялись взоры людей, которые решали в этом зале судьбу и отдельных подданных, и всей своей страны. В центре собрания восседал сам хан. По описаниям очевидцев, его трон был обит оранжевым сукном и украшен золотой вышивкой, в частности, изображением полумесяца. Трон крымских ханов не сохранился, и неизвестно даже, как именно он был сконструирован. Сиденье, что мы видим в зале сейчас, это музейный макет, сделанный по образцу трона османских султанов. Несомненно то, что ханских тронов во дворце было несколько. Ведь и помещение для заседаний Государственного совета здесь тоже было не одно. Помимо этого зала, известного как зал заседаний Сахиба-Гирая, во дворце существовало еще два. Они были возведены Бахадыром и Ислямом III Гираями. К сожалению, до наших дней эти постройки не дошли. По обеим сторонам от трона стояли обитые таким же сукном табуреты, а далее тянулись длинные широкие лавки вдоль обеих стен. По левую руку от хана сидел Калга-Султан, наследник престола, второй человек в государстве. На эту должность обычно назначались ханские братья. Калга-Султан жил в Ахмеджиде, где обладал собственным дворцом и даже собственным диваном. Однако еженедельно приезжал в Бахчисарай, чтобы принять участие в заседаниях ханского совета. Далее, за Калгою, следовал муфтий, высший религиозный сановник Крыма. Муфтий тоже входил в состав ханского дивана, хотя формально хану не подчинялся, и его единственным начальником был халиф, то есть османский султан. Муфтий проверял все решения дивана на предмет их соответствия мусульманскому праву, и авторитет муфтиев был столь высок, что к ним даже обращались соперничающие представители ханского рода с просьбой рассудить, кому должен принадлежать престол. За муфтием стоял хан Агасы. Так в Крымском ханстве называлась должность визиря, а за ним – дефтердар или главный казначей государства. А по правую руку от хана располагался Нуреддин Султан. Это была должность второго наследника трона. И если Калга-султаны распоряжались делами восточной половины Крыма, то под надзор Нуреддинов была отдана западная часть. За Нуреддином следовал Кази-Аскер, то есть верховный судья, вместе с несколькими кази, судьями низшего ранга, что осуществляли правосудие на местах. А далее стояли различные чиновники дивана. Диван-эфенди, то есть начальник секретарей и хранитель документации, казначеи, писцы, секретари и другие. Хан регулярно собирал диван в его узком составе – кази-аскера, судей, секретарей, казначеев и других советников для рассмотрения судебных дел либо решения текущих вопросов. Но несколько раз в год по особо важным поводам диван собирался в полном своем представительстве, когда хан созывал в Бахчисарай всю крымскую высшую знать. На таких всеобщих сессиях объявлялись войны и перемирия, заключались международные договоры и принимались прочие важнейшие политические решения. Принято считать, что зарешеченный балкончик у северной стены зала дивана был построен специально для того, чтобы правитель мог скрыто наблюдать за ходом заседаний, оставаясь незамеченным и слушая, не скажет ли кто чего лишнего. Это пояснение, вероятно, возникло по аналогии со Стамбульским дворцом, где в помещении султанского дивана действительно есть окошко, устроенное для такой цели.
Крым и Турция, несмотря на всю свою близость, имели серьезные различия в политическом устройстве. Власть турецкого султана была беспредельна, не ограничена ничем и никем. В Турции не было ни мирс, ни вообще дворянских родов, а вся турецкая знать занимала свои посты исключительно по милости султана. Султан был вправе в любой момент лишить чинов любого вельможу и распустить свой диван. Если бы он пожелал, он был бы вправе даже казнить весь состав дивана. Политические традиции Крыма были совершенно иными. Ханская должность в сути своей была выборной, и эти выборы проводились беями знатнейших крымских родов – Ширин, Мансур, Барын, Аргын и Сиджиут. Когда, допустим, прежний хан умирал, то беи избирали ему преемника из числа ханских братьев, сыновей, либо племянников. Беи читали над своим избранником молитвы, затем усаживали его на белое войлочное полотнище, которое за 4 конца поднимали вверх и провозглашали имя нового повелителя Крыма. Затем бейское собрание направляло свою делегацию в Стамбул, чтобы их выбор был утвержден там халифом, то есть османским султаном. Эти знатные беи и входили в состав ханского дивана. И если хан мог смещать и назначать всех прочих членов своего государственного совета от колга-султана до простого песца, то привилегии беев и мирс были неприкосновенны, и ни один хан не был вправе вывести их из состава дивана. Более того, крымский правитель был обязан согласовывать с ними все внешнеполитические решения, ведь именно беям, а не ханам, напрямую подчинялось крымское войско. Потому-то крымские беи и мирзы, в отличие от турецких визирей и пашей, и не опасались за свою жизнь и благополучие, когда спорили с ханом или отстаивали перед ним свое мнение. Правителю не было нужды тайно подслушивать их беседы, ибо если крымские беи имели какие-либо возражения, то они открыто и без опаски заявляли о них. И из истории известно, что порою в этих стенах вспыхивали очень жаркие дискуссии о том, как полагается управлять страной. Такой порядок государственного устройства внешне походил скорее на выборные монархии Восточной Европы, нежели на султанаты Турции и Аравии. И в этом Крымское ханство выглядело уникально среди прочих мусульманских держав. Ну а что касается балкончика, то уместно предположить, что в первую очередь это могло быть место для женщин, допущенных на заседание ханского дивана. Такой привилегией обладали носительницы высоких титулов Анабиим и Улу-хани, то есть матери, сестры и старшие жены ханов. Перед тем, как отправиться к хану на заседание дивана, крымские беи порой проводили в своих владениях местные курултаи, то есть всеобщее собрание, для того, чтобы выяснить настроение подданных и от их имени выступить перед ханом. Эти традиции всенародных собраний еще не угасли среди крымских татар, когда в 1917-м пала Российская империя. В этом году здесь, в зале дивана, собрался народный курултай, что объявил о создании независимого крымско-татарского правительства во главе с Номаном Челебиджиханом. Если Бахчисарай – это сердце Крыма, то зал дивана – это центр Хан-сарая. В стенах этого зала принимались решения, судьбоносные и для истории Крымского ханства, и соседних держав. Здесь в полном смысле слова творилась история. Историки отдали бы многое, лишь бы эти стены смогли заговорить и передать те беседы, что год за годом, век за веком звучали под этими расписными сводами.